Впервые за 2 года одна из самых ходовых круп в стране, гречневая, стала падать в цене. Снижение, по данным Минсельхоза России, по сравнению с прошлым годом отмечается почти на 20%. В Якутии этот показатель также понизился. Средняя цена гречки в республике составляет 106 рублей за килограмм. Теряет в стоимости и другие продукты. Отмечено снижение цен на пшено на 4,5%, сахар, песок на 3,6%, рис шлифованный на 3%, масло сливочное на 2,5%. Почти на 8,5% упали в цене огурцы и около 5% от стоимости потеряли помидоры. Но, по словам горожан, стоимость самых необходимых товаров, например, молока, сыра или колбасы, по-прежнему остается высокой, что заставляет их экономить. Ну, стараюсь я вот с желтой этикеткой покупать, к сожалению. Самые необходимые: хлеб, молоко, вот сыр по необходимости и все. Просто смотрю, что для себя приемлемо, чтобы была приемлемая цена и для здоровья полезно. Поставщики социально значимых товаров сохранили цены на уровне прошлого года. Крупные супермаркеты Якутска также стараются привлечь покупателей низкими ценами. Мы делаем акции на социально значимый товар. Это крупы, гречка, рис, допустим, мука, подсолнечное масло, сахар. И люди, приходя в наш магазин, именно за этим товаром, есть у них еще возможность прикупить товар премиум-класса. Некоторые товары, по данным статистики, поднялись в цене. Наибольший рост показала соленая и копченая рыба почти на 2,5%, черный чай на 2% и замороженные куры добавили к стоимости порядка 1,5%. Из овощей сильнее всего подорожала капуста плюс 4% и картофель чуть более 3%. Несмотря на снижение цен на определенные группы товаров, стоимость минимального продуктового набора в Якутии все же возросла, и теперь она составляет почти 6240 рублей. Среди регионов Дальнего Востока республика по дороговизне продуктовой корзины теперь поднялась на 3-е место после Чукотки и Магаданской области. Анна Лебединская, Иларион Федоров, Вести, Якутск.